Утром 11 июня президент Республики Узбекистан, уважаемый Шавкат Мирзиёев, в рамках своего официального визита в Республику Таджикистан прибыл в древний город Худжанд Сагдийской области. Высокопоставленного гостя с соблюдением особых традиций добрососедства, дружбы, братства, любви и уважения тепло и искренне встретили основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, руководство и представители общественности Сагдийской области. خوش آمدید همنوای با نوایی جامی و همردکی پیشوا و رهبر و مشکل کشا خوش آمدید خلق گوید سیزگه جان برسم فدا سازم باشیم خوش گلفسیز همچو خورشید سما خوش آمدید از دوشنبه راهی دلها باز شد تا تاشکند تاجیک و ازبک بگون سیزدن ریزا خوش آمدید تاجیکستان ازبکستان دوستی پاینده باد این سخن از صدق دل گویم ما خوش آمدید مرحبا خوش آمدید مهمانان عالی قدر عزیز مهمانlar جنت مکان yurtimiz Tojikistonga xush kelibsiz.
پیشان بمانیم ما جان پیشان بمانیم Политическая воля руководителей двух независимых государств, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и президента Республики Узбекистан, уважаемого Шавката Мирзиёева, открыла новый этап в отношениях между Таджикистаном и Узбекистаном. В 2018 году между Таджикистаном и Узбекистаном были открыты пограничные пункты пропуска, двусторонние встречи и переговоры, государственные визиты глав обоих государств, подписание соглашения о стратегическом партнерстве между двумя дружественными и братскими странами и обеспечение свободного передвижения граждан заложили основу для укрепления и расширения торгово-экономического, гуманитарного и научно-культурного сотрудничества между Таджикистаном и Узбекистаном. В рамках межгосударственных соглашений развиваются региональные отношения областей обеих стран в различных сферах. Ожидается, что руководители двух государств, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и президент Республики Узбекистан, уважаемый Шавкат Мирзиёев, в ходе визита ознакомятся с промышленными предприятиями, энергетическими объектами, историческими и культурными местами Сагдийской области Республики Таджикистан и проведут встречи и беседы с представителями торгово-промышленных и предпринимательских, научных и культурных кругов области. Ну и сегодня же основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и президент Республики Узбекистан, уважаемый Шавкат Мирзиёев, в историческом дворце Арбоб провели встречу с представителями интеллигенции и активистами Сагдийской области. مهر در دین تاج بر سر مرحبا قصر ارباب بر نجات خلق شد عالم پرست بر دل قصر نجاتی ماه و اختر مرحبا السلام ای قدردان مهر دریا خوش کردینگیز صاحب صحبت امکان دستی بهبها خوش کردینگیز اهل خوجن جنگلی تشریفینگیزگه منتظر مرحبا عزیز مهمان قیاس سیما خوش کردینگیز قدمهایتان فرخنده باد مهمانانی ارجمند عزیز مهمانlar تقدیرساز ارباب قصریگه خوش گرفتید. 11 июня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и президент Республики Узбекистан, уважаемый Шавкат Мирзиёев, в историческом дворце Арбоб провели встречу с представителями интеллигенции и активистами Сагдийской области. В начале встречи президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, искренне приветствовал высокопоставленного гостя, президента Республики Узбекистан, уважаемого Шавката Мирзиёева в Таджикистане, и отметил, что каждая встреча сторон и обсуждение двусторонних отношений вносит ценный вклад в укрепление стратегического партнерства. Взаимовыгодное сотрудничество между Таджикистаном и Узбекистаном основано на территориальной, географической, исторической и культурной общности двух дружественных и соседних стран и имеет многовековую историю.
Развитие и укрепление двустороннего сотрудничества между Таджикистаном и Узбекистаном имеет стратегическое значение не только для будущего наших народов, но и для обеспечения мира, стабильности и безопасности во всем регионе, отметил президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон. Глава таджикского государства также изложил свое мнение об общей и стабильной позиции двух стран и народов для дальнейшего развития стратегического партнерства и подчеркнул, что стороны, опираясь на взаимное доверие, будут стремиться к достижению выполнения ранее достигнутых договоренностей. Было подчеркнуто, что наши народы, несмотря на многие трудности и события истории, всегда стремились к защите добрых традиций, дружбы и братства и сохранили лучшие из них до наших дней. В действительности таджики и узбеки извечно прилагают усилия для укрепления отношений дружбы и братства и доказали свою преданность этим ценностям. Ярким тому примером являются дружеские и братские отношения Мавлуно Абдурахмона Джами и Мир Алишера Наваи. В ходе своей речи президент Республики Узбекистан, уважаемый Шавкат Мирзиёев, выразил удовлетворение и благодарность президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Рахмону и таджикскому народу за теплый, искренний, дружеский и братский прием. Стороны с удовлетворением отметили, что открытие всех пограничных пунктов пропуска и восстановление регулярного автомобильного, железнодорожного и воздушного сообщения между соседними странами отвечает интересам предпринимателей и жителей обеих стран и создает благоприятные условия для развития экономических и торговых отношений. Развитие культурно-гуманитарных связей, регулярное проведение культурных мероприятий и научных форумов с участием представителей литературы, науки и культуры двух стран считается еще одной важной темой в ходе встречи с представителями интеллигенции и активистами Сагдийской области. После выступления глав государств выступили профессор Худжанского государственного университета имени Бауджона Гафурова Матлюбай Мирзо Юнус и жительница района Деваштич Навруза Мамирова, которые выразили глубокую признательность президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Рахмону, и президенту Республики Узбекистан, уважаемому Шавкату Мирзиёеву, за созданные условия и возможности для свободного передвижения граждан обеих стран, развития туризма и торговли и других необходимых мер, способствующих сближению таджикского и узбекского народов. «11 июня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и президент Республики Узбекистан, уважаемый Шавкат Мирзиёев в Гулистоне Сагдийской области посетили открытое акционерное общество «Колингой Кайрукум». Открытое акционерное общество «Колингой Кайрукум» осуществляет деятельность в течение 60 лет, производит ковры различных размеров и форм, занимает особое место на внутреннем и внешнем рынках. В начале главы государств Таджикистана и Узбекистана, уважаемый Эмомали Рахмон и уважаемый Шавкат Мирзиёев, ознакомились с деятельностью производственных линий предприятия. Было сообщено, что в 2018 году в рамках программы развития ковроткачества в Республике Таджикистан на 2014-2020 годы из Бельгии, Германии и Франции было завезено и установлено оборудование для производства полипропиленовой нити ковровой пряжи. На производственной линии работают 70 человек, в основном местные женщины и девушки. Следует отметить, что ранее сырье для производства ковров на предприятии завозилось из-за рубежа, а после сдачи в эксплуатацию нового оборудования появилась возможность производить 60% сырья для производства ковров внутри страны. Это достижение является весьма ценным для предприятия «Колингой Кайрукум». Мощность линии по производству нити в
месяц составляет 300 тонн. С такой мощностью общество имеет возможность обеспечивать сырьем, в том числе нитями, другие предприятия, производящие ковры в стране. Налаживание производства сырья, особенно нити, способствовало обеспечению бесперебойного производства и конкурентоспособности продукции на рынках, снижению ее себестоимости, а также созданию новых рабочих мест. В рамках взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан часть сырья для производства нити завозится на предприятия из этой соседней страны. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и президент Республики Узбекистан, уважаемый Шавкат Мирзиёев, были проинформированы, что в обозримом будущем будет налажен экспорт готовой продукции, то есть ковров из Таджикистана в Узбекистан. В этом направлении уже создана необходимая основа. В прядельном цехе главы двух государств ознакомились с современным производственным оборудованием на основе непосредственного внимания лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, и при поддержке правительства Республики Таджикистан, начиная с 2013 года до сегодняшнего времени. На предприятие из Турции было доставлено современное прядельное оборудование компании «Мир Макена», из Бельгии 7 современнейших ткацких станков «Ван де Вилл», экструзионная линия для производства нити и другое оборудование технологических линий ведущих компаний Германии, Бельгии, Турции, Франции, Японии и России. Если до периода независимости производительность труда одного работника на предприятии составляла 1384 квадратных метра, то сейчас этот показатель равняется более 5960 квадратных метров. Разница за этот период составляет 4,3 раза. Объем производства в открытом акционерном обществе «Колингой Кайрукум» с каждым годом увеличивается. За первые 5 месяцев текущего года на предприятии произведено 957,9 тысячи квадратных метров ковровой продукции, что на 347,4 тысячи квадратных метров или 56,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В этот период объем производства нити достиг 730,21 тонны. Этот показатель по сравнению с прошлым годом больше на 308 тонн или 72,9%. В открытом акционерном обществе «Колингой Кайрукум» лидеру нации, уважаемому Эмомали Рахмону, и президенту Республики Узбекистан, уважаемому Шавкату Мирзиёеву, посредством монитора были представлены существующие условия в административных и бытовых зданиях для работников. Как стало очевидно, административные и бытовые помещения полностью отремонтированы, оснащены новейшим оборудованием и созданы лучшие условия для работы. Было отмечено, что в 2019 году 2 автобуса производства Республики Узбекистан были предоставлены для обслуживания работников, и этот фактор заложил благоприятную основу для деятельности предприятия. В настоящее время на предприятии «Колингой Кайрукум» постоянными рабочими местами обеспечено 500 человек, 47% из которых составляют женщины и девушки. Производственная мощность и современные технологии на предприятии позволяют в кратчайшие сроки выполнить все запросы клиентов независимо от дизайна, коллекции или размера. Годовая производственная мощность предприятия в настоящее время составляет 3 миллиона квадратных метров. В ходе посещения открытого акционерного общества «Колингой Кайрукум» президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и президент Республики Узбекистан, уважаемый Шавкат Мирзиёев, посетили выставку, на которой был представлен широкий ассортимент готовой продукции и сырья для производства ковров, и дали высокую оценку качеству продукции и ее конкурентоспособности на внутреннем и зарубежном рынках. На выставке было представлено большое наименование ковров различных размеров, форм и дизайна. На сегодняшний день на предприятии «Колингой Кайрукум» производится более 2000 видов ковров с различными рисунками, размерами и дизайном. На новых коврах предприятия изображены национальные узоры вперемешку с современным искусством, красивыми пейзажами и редкими животными Таджикистана. В отдельном уголке были выставлены ковры с изображением исторических и туристических объектов Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, а также портреты выдающихся личностей двух дружественных наций – таджиков и узбеков, в том числе Абдурахмона Джоми и Алишера Навои. Здесь же главам дружественных и братских государств Таджикистана и Узбекистана также были представлены интернет-магазин и точки продажи ковров. Интернет-магазин предприятия был открыт в 2020 году, что позволяет улучшить обслуживание покупателей. Через интернет-магазин покупатели смогут легко и по доступным ценам выбрать и заказать ковры, а также получить их в короткие сроки. В торговых точках предприятия, независимо от местонахождения, имеется возможность для широкого выбора продукции. Главы государств, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и президент Республики Узбекистан, уважаемый Шавкат Мирзиёев, дали высокую оценку деятельности предприятия
предприятия и посчитали важным дальнейшее развитие производства, расширение сотрудничества с зарубежными странами, в том числе и расширение сотрудничества между Таджикистаном и Узбекистаном в направлении экспорта и импорта продукции. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон и президент Республики Узбекистан, уважаемый Шавкат Мирзиёев, посетили местность Бахри-Тоджик, Таджикское море, которое является водохранилищем Кайракумской гидроэлектростанции. 11 июня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и президент Республики Узбекистан, уважаемый Шавкат Мирзиёев, посетили местность Бахри-Тоджик, Таджикское море, которое является водохранилищем Кайракумской гидроэлектростанции. Водохранилище Кайракумской гидроэлектростанции является одним из крупнейших на территории республики. Его длина составляет до 65 километров, ширина от 8 до 20 километров и площадь нормативного уровня объекта 512 квадратных километров. Емкость водохранилища составляет 3 миллиарда 413 миллионов кубических метров. Оно предназначено для выработки электроэнергии и орошения сельскохозяйственных земель Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. Было отмечено, что Республика Таджикистан на протяжении многих лет прилагает большие усилия в геополитическом процессе использования и справедливого распределения водных ресурсов. Также достойное место занимает наша страна, в особенности лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, с его созидательными инициативами в решении водных проблем в мире, и 4-я глобальная инициатива Республики Таджикистан по водным ресурсам «Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы» реализуется при поддержке международного сообщества. Наша республика активно участвует в глобальных процессах с начала своей государственной независимости, признавая свою ключевую роль в водных и энергетических ресурсах региона. Глава таджикского государства, уважаемый Эмомали Рахмон, напомнил об успешной реализации гидроэнергетических проектов в стране и подчеркнул позицию нашей страны в отношении важности реализации этих проектов, имеющих региональное значение. В ходе посещения этого живописной местности высокопоставленный гость, президент Республики Узбекистан, уважаемый Шавкат Мирзиёев, еще раз выразил заинтересованность узбекской стороны в партнерстве в реализации совместных гидроэнергетических проектов в Таджикистане. В Республике Таджикистан имеются 9 водохранилищ вместимостью от 0,028 до 10,5 миллиардов кубометров воды. Водохранилища являются резервуарами, которые одновременно сохраняют воду и очищают ее от илистых отложений. Хранение воды в водохранилищах позволяет регулировать поток воды круглосуточно и ежегодно, с тем, чтобы орошались как сельскохозяйственные земли, так и вновь освоенные. Водохранилища играют важную роль в формировании водного потока. По мнению экспертов глобальных вопросов, одним из основных способов решения проблемы нехватки воды в регионе является восстановление старых водохранилищ. Было подчеркнуто, что в целом акцентом водно-энергетической политики нашего государства является укрепление регионального сотрудничества в использовании богатых водных ресурсов нашей страны. Следует отметить, что большая часть сельскохозяйственных земель Республики Узбекистан орошается за счет водных ресурсов водохранилища Кайракум, что является ярким примером регионального сотрудничества в области справедливого использования водных ресурсов нашей страны. С учетом важности вопроса модернизации существующих гидроэнергетических объектов по поручениям и напутствиям лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, с 2019 года продолжается реконструкция Кайракумской гидроэлектростанции. Согласно графику, срок начала реализации проекта реконструкции Кайракумской ГЭС был назначен на 23 августа 2019 года, а срок реализации проекта предусмотрен на 57 месяцев. В соответствии с подписанным соглашением намеченная сумма для реализации проекта составляет $153,6 миллиона. Запланирована поэтапная модернизация основанного и вспомогательного оборудования станции, 110 киловатт распределительного устройства, ремонт и реконструкция его гидротехнических сооружений, увеличение мощности ГЭС со 126 мегаватт до 174 мегаватт.
До сегодняшнего дня в рамках проекта реконструкции Кайракумской ГЭС были осуществлены ряд исследовательских, топографических, геофизических, геотехнических работ, замер водосточной и бетонной частей станции, исследование подводной части, испытание модели турбины, обследование подводного состояния гидромеханического оборудования и бетонной части, получение образцов для проведения лабораторных испытаний, детальное проектирование по вспомогательным оборудованиям, подготовительные работы, порядок планов безопасности и охрана окружающей среды, план действий в чрезвычайных ситуациях и план качества. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон и президент Республики Узбекистан, уважаемый Шавкат Мирзиёев в Бубоджон-Гафуровском районе Сагдийской области посетили государственное учреждение Боги Милии Вахдат и ознакомились с деятельностью тружеников. Государственное учреждение Боги Милии Вахдат в Бубоджон-Гафуровском районе создано в 2008 году на основе поручений и напутствий главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона. Общая площадь его садов составляет 631 гектар. Хозяйственники с использованием передового опыта и неукоснительного соблюдения культуры землепользования на площади в 402 гектара наладили выращивание абрикосов, на 24 гектарах персиков, на 33 гектарах яблок, на 6 вишни, на площади 12 гектаров слив, на 16 гектарах винограда и других видов фруктов. Работники учреждения имеют богатый опыт выращивания и уходе за садами и виноградниками с использованием благоприятных условий, ежегодно в необходимом количестве хранят продукцию в холодильных помещениях. В Боги Милии Вахдат имеется холодильное помещение, его вместимость 300 тонн продукции, где постоянными рабочими местами заняты 80 человек, 60 других привлекаются на сезонные работы. Создание интенсивных садов дало возможность хозяйственникам учреждения с каждым годом увеличивать объем производства вкусных отечественных фруктов. Труженики ежегодно собирают большое количество вкусных фруктов и предлагают их на потребительский рынок. В вишневом саду учреждения в основном выращивают ранние местные сорта бурлат и кордия, которые устойчивы к климатическим условиям региона и очень подходят для экспорта. Было сообщено, что в прошлом году садоводы произвели 7 тонн вишни. Также за этот период хозяйственники произвели более 585 тонн абрикоса, 120 тонн яблок, более 15 тонн слив, около 5 тонн миндаля и в целом 780 тонн фруктов и представили их на потребительский рынок. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и президент Республики Узбекистан, уважаемый Шавкат Мирзиёев, дали высокую оценку опыта садоводов в государственном учреждении Боги Милии Вахдат и посчитали их дело очень полезным в нынешней ситуации в мире, когда наблюдается нехватка продовольствия в некоторых государствах. При этом было предложено в будущем с целью развития сферы садоводства, которая является одной из приоритетных и важных направлений по обеспечению внутреннего спроса на отечественную продукцию, организовывать обучающие семинары с участием широкого круга хозяйственников двух стран в государственном учреждении Боги Милии Вахдат. В последние годы хозяйственники страны расширяют сотрудничество с садоводами соседнего Узбекистана и таким образом перенимают друг у друга опыт. Основываясь на этих взаимоотношениях, главы государств отметили, что изучение взаимного опыта должно быть широко реализовано в целях укрепления сотрудничества. Ну а после ознакомления с опытом и деятельностью хозяйственников государственного учреждения Боги Милии Вахдат, президенты двух стран, уважаемый Эмомали Рахмон и уважаемый Шавкат Мирзиёев, здесь же посетили выставку сельхозпродукции, хлебобулочной и кондитерской продукции тружеников городов и районов Сагдийской области. На выставке 14 городов и сельскохозяйственных районов области представили высокопоставленным гостям лучшие сорта продукции, в том числе разнообразные фрукты, овощи, бахчевые зерновые культуры. Объем производства сельскохозяйственной продукции во всех формах хозяйствования области
по состоянию на 1 июня текущего года достиг более 1 миллиарда 100 миллионов сомуни. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 108%. Наряду с этим хозяйственники Сагдийской области в этом году экспортировали различные сельхозпродукции на 31 миллион 375 тысяч долларов, что на 5 миллионов 880 тысяч долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Руководители двух дружественных стран в ходе посещения уголка выставки сочных плодов опытных садоводов в Сагдийской области дали указания и советы ответственным лицам соответствующих структур по созданию совместных предприятий по переработке и упаковке сельхозпродукции. При этом было подчеркнуто, что развитие двухстороннего сотрудничества между Таджикистаном и Узбекистаном в области сельского хозяйства и большая активизация совместных предприятий по переработке продукции являются важными мерами поддержки хозяйственников и обеспечения внутреннего и регионального рынка продукции отечественного производства. На выставке хозяйственники Сагдийской области также широко представили разнообразные отечественные цветы, лекарственные растения и достижения в области пчеловодства. В Сагдийской области насчитывается 63 540 пчелиных семей, а в прошлом году пчеловоды произвели 14 060 тонн меда и предложили жителям и гостям. В ходе беседы и ознакомления с деятельностью земледельцев Сагдийской области президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и президент Республики Узбекистан, уважаемый Шавкат Мирзиёев, дали ценные указания и рекомендации ответственным лицам во имя расширения дальнейшей деятельности и налаживания нового сотрудничества между земледельческими хозяйствами обеих стран. Ну и сегодня же во второй половине дня завершился официальный визит президента Республики Узбекистан, уважаемого Шавката Мирзиёева в Таджикистане. Он проходил 10-11 июня в городах Душанбе и Худжанд Сагдийской области с ценными, созидательными и взаимовыгодными итогами для расширения сотрудничества, добрососедства, дружбы, братства. В международном аэропорту Худжанда высокопоставленного гостя в знак высокого уважения и искренней признательности провожал основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон. Ну и напомню, что президент дружественной соседней страны в ходе этого официального визита встретился с президентом страны, уважаемым Эмомали Рахмоном, на переговорах в расширенном составе с участием официальных делегаций обоих государств был обсужден широкий комплекс вопросов дружественных отношений и сотрудничества Таджикистана и Узбекистана. По итогам переговоров высокого уровня были подписаны 36 новых документов о сотрудничестве. Президент Республики Узбекистан, уважаемый Шавкат Мирзиёев, после завершения официального визита с впечатлениями от гостеприимства и человеколюбия, присущих лидеру нации, уважаемому Эмомали Рахмону, теплого и искреннего приема таджикского народа из города Худжанд Сагдийской области отбыл на родину.